Слово предоставляется постоянному представителю Джогорку Кенеша в Конституционном суде Ысырану Самату Хуштабековичу. Саламатсыздар, уважаемый Турага, уважаемые судьи Конституционного суда Кыргызской Республики и участники судебного заседания. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, проанализировав ходатайство Руслана Кенгешевича Жолдошева, представляющий интересы Шакировой, и считает приведенные в нем доводы необоснованными, а требования обращают стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики каждому гарантируется защита ее прав и свобод, предусмотрен Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, и общепризнанными принципами и нормами международного права. Обеспечение права граждан на судебную защиту является важным признаком правового государства. Судебная защита является универсальным, поэтому наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод личности. При этом уровень судебной защиты прав граждан выступает показателем демократичности самого общества. Основной целью судебного контроля, определенной в статье 31 Уголовного процессуального кодекса Республики, является контроль за соблюдением прав и свобод человека в ходе судебного производства. Согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Республики, судебный контроль на стадии предварительного расследования дела до судебного производства осуществляется посредством рассмотрения некоторых вопросов следственных судей. Вопросы, связанные с обжалованием действий и решений государственных органов и должностных лиц до судебного производства, регламентируются статьями 130 и 271 Уголовного процессуального кодекса Республики. В результате части постановления должно быть четко изложена одна из решений суда, принято в соответствии с частью 2 статьи 271 Уголовного процессуального кодекса Республики. Кроме того, должно быть ясно и понятно указано о порядке срока обжалования, о представлении постановления, о сроке выступления постановления в законную силу и немедленном исполнении. Постановление следственных судей выступает в законную силу немедленно и подлежит обязательному исполнению. В соответствии с частями 6 и 7 статьи 271 Уголовного процессуального кодекса Республики постановление следственных судей по жалобе может быть обжаловано апелляционным порядком в течение 5 суток со дня его внесения. Установление законом конкретных процессуальных сроков направлено на обеспечение правовой определенности и эффективности уголовного судопроизводства, а также на поддержание процессуальных дисциплин сторон и оперативности уголовного судопроизводства. Оперативность является важной составляющей справедливого разбирательства в суде. Законодательство устанавливается начало истечения срока на обжалование со дня внесения постановления части 2 пунктом 6 статьи 271 Уголовного процессуального кодекса Республики не нарушает конституционные гарантии права на судебную защиту и на обжалование. В случае несогласия с судебным актом стороны имеют возможность подать апелляционную жалобу в установленный срок, а при необходимости впоследствии дополнить или уточнить ее мотивы. Таким образом, участник процесса не лишается гарантированной Конституцией прав и возможность и невозможность своевременного ее осуществления в отдельных случаях обусловлено незаконодательными ограничениями. Если бы начало течения срока исчислялось с момента получения копии постановления, то срок обжалования мог бы существенно варьироваться в зависимости от времени направления и вручения копий судебных актов сторонам. Это создает правовую неопределенность, открывает возможности для злоупотребления правом, умышленный отказ получения судебного акта, споры о дате получения, искусственное затягивание срока и другие, что нарушает баланс и равенство участников процесса. Таким образом, действующая редакция обеспечивает необходимый баланс интересов сторон, принцип процессуальной экономии и быстроты правосудия. При этом ограничение по сроку не лишает участников процесса права на судебную защиту, поскольку законодателям предусмотрен механизм восстановления пропущенного срока, так как согласно части 2 статьи 403 УПК Кыргызской Республики предусматривает, что при наличии уважительных причин ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы или представление на постановление следственных судей может быть подано не позднее 1 месяца со дня вынесения соответствующего решения. При пропуске установленного 5-дневного срока лица не утрачивает возможность реализовать свои права на обращение в суд, жалуясь, что полностью соответствует конституционному принципу доступности судебной защиты. Нормативное положение
установления части 2 пункт 4 статьи 271 УПК Кыргызская Республика соответствует своей правовой природе и предназначению и не ограничивает, не умаляет права на граждан на судебную защиту. На основании изложенного руководства статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Жолдошева о проверке конституционности пункта 4 части 2 статьи 271 Уголовного процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики.